Многие сталкиваются с проблемой неровных полов и укладки напольного покрытия, а также с установкой мебели. И на примере нашего объекта в Сосновой Поляне я вам расскажу, как делать идеально ровные полы. Расскажу, почему мы применяем толстый брус на внутренних стенах, такой же, как и на внешних стенах. И расскажу, как правильно делается утепление кровли. Ну вот мы уже на втором этаже. И я вам ничего не расскажу. А почему? Потому что нам расскажет все Денис. Денис, бригадир. Здравствуйте. Мы можем прямо сейчас посмотреть, как мы делаем пол. Да. Выставляем лаги по лазеру. Это видно. Сейчас обращу внимание. Видите? Это говорит о том, что он идеально в уровень. Только когда касаюсь, это говорит, что он идеально выставлен. Смотрите сюда. Шикарно. Наша работа. Да, наша работа. 200 миллиметров шумоизоляции, хорошая пароизоляционная пленка и в идеал сделан пол. То даже пленки, рулоны пленок между собой мы тоже проклеиваем. Все здесь вообще герметично. Мы можем вот такой показать вам штуку. Да, это у нас клин монтажный. Пара. Вот. Когда заходит под лагу, он защелкивается вот такими щелчками. Каждый щелчок, по-моему, полмиллиметра, если не ошибаюсь, поднимает полмиллиметра. Обратно он уже не расщелкивается, то есть при каком-то давлении. Выдерживает такая точка до 300, по-моему, 50 килограмм веса. В совокупности можем посчитать, тут много тонн. Поэтому довольно-таки надежное соединение. Вот мы видим, да, лазер появился. Все, дальше можно прокрутить и готово. Не подвержен гниению, не боится воды. Идеальная вещь. Хочу вам показать, как мы делаем технические отверстия. Вот. Посмотрите. Вот это вот мы вырезали с фанеры. Пожалуйста, здесь. Все аккуратненько. Мы применяем брус 150 на 150 во внутренних стенах, так же, как и по наружных стенах, по трем основным причинам. Первая причина – это прочность. Их менее ведет, чем, например, брус в 100 миллиметров. То есть несущая способность хорошая. Не ведет их. Далее надо понимать, что на внутренние стены часто опираются какие-либо стойки, как в нашем случае. Посмотрите, идет стойка, которая удерживает кровлю. Это тоже очень важно. И третий есть нюанс, это шумоизоляция, это наш бытовой комфорт. И я вообще считаю, что экономить на комфорте, экономить на несущих конструкциях, это весьма такая, не очень умная затея. То есть это основа дома, это база. То есть она должна быть, это все должно быть выполнено очень качественно. Дальше отделку уже можете делать как хотите, из чего хотите, потому что вся отделка, все коммуникации, вот это все эти трубы, они крепятся к внутреннему каркасу, к внутренним стенам. Если внутри несущий каркас сделать хлипким, то это в дальнейшем тоже все поведет. Это все будет гулять. То есть зачем? Как скелет человека должен быть мощным, так и скелет дома тоже должен быть мощным. А скелет — это наши стены, не только наружные, но и внутренние. Вот ошибок строителей или кого-то самостройщиков, скажем так. То, что они крепят уголок на обычные каленые черные саморезы, которые лопаются и не держат вообще на никакой нагрузки. То есть мы используем всегда саморезы не каленые и глухари. Можем вот здесь увидеть глухарь с шайбой, сотый глухарь. Да, он с мизинец толщиной, вот такой мощный, который врезается в дерево. Восьмерочка или десяточка. Да, и надежно это все держит. И желтые надежные, тоже мощные саморезы. Эти саморезы, по большому счету, мы используем для того, чтобы сначала наживиться, зафиксировать уголок, а потом уже мощными глухарями. И так везде крутим. По всему дому можете обратить внимание. Это вообще все везде. Везде, да. Все стропилки, каждая стропильная нога, сверху, снизу, везде закреплена. Да, везде мощный. Даже где мы и не видим, вот у нас идет, брус. Да, и также отмечу, помимо мощных крепежей идет еще усиленный уголок. То есть тут все мощное, вот из таких маленьких элементов и состоит все конструкции в доме, да? То есть, как такая мелочь, но она влияет. Это надежно, это надежно, это надежно.
И с двух сторон так. И это надежная стойка. И в комплексе мощный элемент. Ну, или как, допустим, закрепить вот такой вот брус, можно там двумя там 75-ми черными саморезами с одной стороны и с другой вот так Да, вот. И все. на кривую. Да, Или на два ржавых гвоздя. Вот что валялось в на кармане. гвоздь, наверное, даже будет надежнее. Да, вот, хотя бы на ржавые. Поэтому уже на старте надо изначально делать все хорошо. Вот так вот. Смотрите и проверяйте своих строителей, Да. чтобы они делали хорошо. Давай расскажем про скаты. У нас новый утеплитель идет. Мы можем вот туда перейти, вот у нас там уже вставлен. Здесь идет 5 Да. и пошла 10. Плотненько. Вот отсюда можно увидеть, вот он, первый слой идет, он в половинку обрезанный. Дальше мы целый вставляем лист, ну, чтобы шов у нас перехлёстывался. И проклеиваем швы пленки. Да, тоже надо отметить. У нас часто заказчики хотят эту всю работу сделать сами, потом начинают, да. и потом приходят к Потом, нам. да. Вот когда вот на это попадало, все в пыли, потом человек дома это отмывается, потому что мы-то делаем в костюмах, и у нас это все аккуратно, и рука уже набита. А другие нет, в масках, костюмах. Это Да, всё так заказчик делается. попробует такой и скажет, да ну нафиг. Я тоже отмечу, что вот здесь идет увеличение толщины утепления вот, в 25 сантиметров, там 15 плюс десятка, минимум 25. Да, и можно обратить внимание, как мы все это пропенили. То есть у нас тут нет ни одной дырочки вообще даже. Да. Материал весьма хороший. Да, его можно вот даже вот так вот попробуйте вот так, сожмите. Ага. Он Довольно-таки, саморасширяемый. да, такой интересный материал очень. Работы следует проводить в хорошем проветриваемом помещении. Ну вот окна. Все, окно открыли. Теперь у нас хорошее проветриваемое помещение. Использовать соответствующую спецодежду и респираторы, защитные очки и перчатки. У нас все. Все это есть. Хочу отметить, что заказчик понимающий в стройке человек. Очень понимающий в строительстве. И вот мы ему строили дом. Видать, очень мы ему понравились в работе. И сейчас нас пригласил на внутреннюю отделку. Я к чему понимающий? Здесь видно, какого уровня идет вентиляция, как делается электрика. И вот как канализация, даже фановая труба. Это все он брал на себя, он это выполняет, он понимает в этом вообще в стройке очень хорошо. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или сделать внутреннюю отделку, или наружную отделку, допустим, сайдингом, смело обращайтесь, будем рады вам в этом помочь. Все, до встречи на консультации. Пока-пока. Пока-пока.